Высота снежного покрова 54-55 сантиметров. 54-55 сантиметров. Такая глубина снежного покрова в этом году составила на участке заповедника Кенкеме. Количество выпавших осадков приводит к затруднению самостоятельного поиска пищи. Так, работники в этом году большое внимание уделили косулям. С ноября в республике ежегодно начинается сезон зимней подкормки животных, находящихся на территории заповедника. Для того, чтобы сохранить наш основной вид охотничьих ресурсов. Это у нас, сейчас у нас, как вы знаете, в центральных и заречных районах основной самый такой массовый популярный охотничий ресурс, как заяц, беляк, он сейчас вообще исчез. И, соответственно, у нас остался как бы сибирская косуля, копытных, самых популярных для народа. И вот для того, чтобы этот вид совсем не исчез, совсем сохранить популяцию, численность, мы проводим такие биотехнические мероприятия, как подкормка. Специально для мероприятий по подкормке диких животных по нескольким точкам установлены вот такие вот кормушки. Как видите, в этот отсек насыпается овес и другие зерновые культуры, а также специально летом готовят вот такие вот березовые веники. Вот то, что я сейчас держу в руках, это уже съеденное, и сейчас мы будем все обновлять и насыпать зерна заново. Для подкормки сибирских косуль и других животных специально выделяются и ограждаются территории. Но одной из основных проблем, с которыми сталкиваются работники биологических ресурсов, являются лошади, находящиеся на свободном выгуле. Лошади. Через забор здесь было чуть-чуть сломано, и сломали, и зашли, и видите, как видите, подкормку задели, все сели. Сейчас будем ремонтировать вот это. Кормовая площадка в заповеднике Кенкеме составляет более 12 тысяч гектар. На нем установлено 12 кормушек. В среднем за одно пополнение кормушек тратится более 500 килограмм овес. Госинспекторы дирекции биологических ресурсов утверждают, что косули захаживают подкрепиться регулярно. Это говорит о правильности выбранного места для подкормки и привлекательности корма. Галина Чекурова, Павел Пахомов, Якутск.